утро! На телеканале «Россия» продолжают «Вести Чувашия». Здравствуйте! На календаре пятница, 25 ноября. В студии Екатерина Данилова. Сегодня в Чебоксарах стартует первый отраслевой форум «Чувашия туристическая». Потенциал региона представители федеральных туроператоров, органов власти, бизнеса обсудят на 9 форсайт-сессиях. Речь пойдет о детском промышленном агротуризме, о развитии межрегионального турмаршрута. Обсудит и туристический потенциал городов на Волге. Откроет форум секция «Чувашия. Центр реабилитации». Медицинский туризм – достаточно новое направление для здравоохранения, отмечают в профильном министерстве республики. И необходимо наиболее полно раскрыть возможности Чувашии в этой сфере. В воскресенье в России отметит День матери. Накануне праздника глава Чувашии вручил государственные награды многодетным семьям и матерям. Медалью ордена «Родительская слава» награждены 3 супружеские пары, которые воспитывают 4 и более детей. Кроме того, 8 многодетных женщин Чувашии отмечены знаком материнской славы Анне. Вы являетесь не только людьми, которые служат примером для ваших детей. Вы являетесь примером для большого количества людей. Со своей стороны лишь могу сказать вам огромное спасибо за вот такое очень трепетное отношение к жизни, за вашу жизненную позицию. Сегодня в Санкт-Петербурге состоится торжественная церемония награждения победителей 21-го Всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ-регион-2022. Напомню, в этом году нашу республику представляет фильм «Вышитая карта России». Это совместный проект ГТРК «Чувашия» и Чувашского национального музея. В фильме подробно рассказывается, как создавался символ России, сколько трудов в него было вложено и какой сакральный смысл он заключает в себе. Отмечу, что в финал конкурса ТЭФИ-регион в номинации «Телевидение и жизнь» специальный проект пробились 3 работы из Чувашии, Сургута и Белгорода. Кто же стал победителем, узнаем уже сегодня. Сегодня в Чувашском государственном театре оперы и балета премьера. Балет на музыку Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Бессмертная трагедия Шекспира уже более 4 столетий волнует сердца миллионов. Многие называют пьесу символом чистой и настоящей любви, которая побеждает вражду и смерть. Именно поэтому в театре решили обратиться к этому произведению. Кстати, автором либретто стал Данил Салимбаев. Мы пытаемся рассказать ее тоже, сохраняя некий такой аутентичный след, да, и в стиле, и в оформлении. Пятница – время традиционной рубрики «Мобильный репортер». Праздник к нам приходит. В Чебоксарах начали устанавливать живые искусственные новогодние елки. Например, вот такая 15-метровая красавица на днях появилась на площади возле железнодорожного вокзала. Жители столицы запечатлели, как ее доставляли к пункту назначения. Зрелище впечатляет. А вот такое доброе видео разместили в соцсетях. Неравнодушные чебоксарцы спасли совенка, на которого напали по меньшей мере 20 ворон. Птицу отвезли к ветеринару, выходили, а затем выпустили обратно на волю. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».